Летняя спартакиада продолжает свое шествие по Ленинградской области. На этот раз очередь тэквондо. В поселке имени Морозова спортсмены со всей России борются за звание лучшего. Со стороны этот вид спорта кажется чем-то средним между борьбой и спортивной гимнастикой. Сейчас этот относительно молодой вид боевого искусства становится все популярнее и популярнее. Количество занимающихся по всему миру давным-давно перевалило за 1 миллион. Достаточно популярный вид спорта – это олимпийский вид спорта. В отличие от других видов, скажем так, единоборств, он не очень травмоопасен, скажем так. Очень продуманные правила судейства, поэтому родители охотно приводят тэквондистов маленьких и постарше к нам заниматься. Болельщики любят этот вид спорта за красивые, зрелищные и показательные выступления. Между тем, правила очень просты. Ногой нужно попасть либо в жилет, либо по голове соперника. За каждый удар судья начислит соответствующее количество баллов. Бои представительниц прекрасного пола смотрятся ярче всех. Конечно, то, что сложно и будет, это, конечно, всегда бывает сложно. Но то, что вот не женский вид спорта, не знаю, как-то привлекает просто. На чемпионат в этом году приехали спортсмены из Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Великого Новгорода и Ненецкого автономного округа. Ленинградскую область на чемпионате представляли несколько участников. До финала дошел только Андрей Юрьев. В решающем бою он оказался быстрее и точнее соперника. В результате очередная победа в спортивную копилку нашего региона. Самый сложный был первый бой, надо было собраться, а остальные, средненькие. Я поеду на финал Северо-Запада. Стоит отметить, что это не первый успех юных тэквондистов из Ленинградской области на больших чемпионатах. Совсем недавно воспитанница Всеволожской детско-юношеской спортивной школы Милана Дрямова заняла 2-е место на чемпионате Европы и выполнила норматив мастера спорта международного класса.